Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы поговорим на тему профилактика экстремизма в молодежной среде. И здесь я хотела бы остановиться на очень важном вопросе, который сейчас обсуждается практически на всех уровнях политической власти. Это государственные перевороты в режиме цветных революций. Эверсоры как в элите общества, так и представляющие внешние силы могут использовать различные сценарии политической борьбы. Рассмотрим не только реализованные сценарии, но и, исходя из исторического опыта, все гипотетически возможные сценарии в различных конфигурациях и факторов, которые могут возникнуть на территории Российской Федерации. Сразу же хотела оговориться, что данные сценарии выступают в большей степени как идеальные типы в терминологии Макса Вебера, реализуемые в синтетических форматах. То есть конкретно говорить о том, что в том или ином государстве мы можем увидеть элементы конкретного типа цветной революции, не стоит. Обычно это бывает микс из форматов с учетом определенных геополитических реалий в том или ином регионе. Первый сценарий – это оранжевая или классическая цветная революция. Предполагает готовящиеся элиты неожиданный переворот, приуроченный к выборам и последующему организованному кризису легитимности власти. Это обычно организовывается при помощи оппонентов по выборам. Данный сценарий предполагает уже существующий раскол или противоречия в политической элите и ставку на одну из сторон политических сил. Как показывает опыт Украины, этот сценарий возможен в обществе, где идет борьба между различными политическими элитами, бизнес-структурами, какими-то кланами, которые представлены в политических и бизнес-элитах того или иного государства. И данные кланы образуют временные коалиции. Власть уже до цветной революции, как правило, бывает вынуждена договариваться, балансировать между данными кланами и, как правило, терпят крах из-за того, что не получается договориться. Эта система начинает разрушаться в ходе выборов, чему на постсоветском пространстве в немалой степени способствует отсутствие легитимных механизмов передачи политической власти при формальном наличии демократических различных выборов. Расколотость общества продуцирует возможность сочетания сценариев кризиса легитимности и одновременного его генезиса. Генезис легитимности предполагает создание в расколотом обществе иллюзии объединения и единства вокруг некого политического лидера, хотя бы в столице, что достаточно для цветной революции, поскольку они проходят именно в столицах. И зачастую люди, которые живут на периферии, в регионах, они не участвуют в данных политических процессах. Второй сценарий предполагает заговор части правящей элиты в отношении его формального лидера или другой части правящей элиты. Данный сценарий пытались осуществить в Азербайджане представители Старой гвардии в госаппарате, доставшиеся президенту Ильхаму Алиеву от его отца. Несмотря на явные возможности и сильные стороны данного сценария, осуществлять данный сценарий довольно сложно ввиду решительной позиции и проявленной политической воли, скажем, того представителя власти, который на данный момент имеется в государстве. Следующий вариант цветных революций – это поход на Рим, его так еще называют, это экспорт революции из периферии в столицу, организованный совместными усилиями столичных и региональных элит, направляющих в столицу коалицию региональных революционных сил. Наиболее ярко это было видно на марше Саакашвили «Историю в Тбилиси». Четвертый сценарий, ее еще называют революцией
революция вдогонку. В данном случае представители части элиты пользуются результатами охватившим страну беспорядков, связанных прямо или косвенно с деятельностью главы государства и правительства, и, соответственно, раскачивают политическую ситуацию. Многие аналитики утверждают, что в современной России также возможна реализация сценариев цветных революций. Это означает, что попытки внешних сил инициировать в нашей стране сценарий, подобный украинскому, могут иметь успех, к сожалению. Достаточно вспомнить события 6 мая 2012 года на Болотной площади. Стоит отметить, что в России за последние 20 лет была подготовлена организационная среда, предназначенная для осуществления сетевой операции по установлению контроля над большим информационным пространством. И сейчас идет информационная война, направленная именно на изменение конституционного строя в Российской Федерации. Именно поэтому я просила бы вас, уважаемые слушатели, очень внимательно относиться к той информации, которую вы публикуете в социальных сетях, также не становиться тем актором, который распространяет информацию экстремистского содержания в социальных сетях. Так вы просто можете стать элементом данной противоправной работы внешних сил на территории Российской Федерации. Спасибо большое за внимание.